Здравствуйте, в эфире «Настоящее время», в студии в Вашингтоне с вами Юлия Аппел. Сегодня в программе. Акции протеста в Кишиневе продолжаются. Демонстранты требуют отставки президента и досрочных выборов. Правительство Германии примет меры, чтобы помочь справиться с рекордным притоком мигрантов в Евросоюз. Президент Украины Петр Порошенко о членстве в НАТО, России и Совете Безопасности ООН. Мы начинаем с новостей из Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Такого в Кишиневе не было 25 лет. 100 тысяч человек, по данным организаторов, по информации полиции 30 тысяч, собираются на площади Великого национального собрания в центре молдавской столицы. Митингующие требуют отставки президента, глав Нацбанка и антикоррупционной комиссии, генпрокурора и руководителей других властных структур. Причина – коррупционные скандалы. Организатор акции – гражданское движение «Достоинство и справедливость». Митинг заявлен как непартийный. Людей просят приходить без символики. Над площадью флаги Молдовы и Евросоюза. Днем организаторы акции начинают устраивать палатки и собирают деньги для бессрочного протеста. О причинах и возможных последствиях этого кишиневского Майдана мы расспросили до эфира исполнительного директора Института общественной политики Молдовы Аркадия Барберошия. Эти правительства выделились, в кавычках, несколькими коррупционными скандалами, среди которых я назову, пожалуй, два. Это концессия Кишиневского международного порта, произведенная в очень, так сказать, закрытом режиме, совершенно нетранспарентном режиме, и скандал в банковской системе, который выразился в уводе примерно 1 миллиарда евро из резерва Национального банка. Все это снизилось на качестве жизни, на уровне жизни, все это сказалось на силе молдавского лея, покупательной способности, которая упала примерно на четверть. Это и есть основные факторы, которые вывели на улицу сотни тысяч людей. Если давление будет продолжаться, то правительство, скорее всего, будет вынуждено уйти в отставку. Оно находится в чрезвычайно затруднительном положении. Это повлечет за собой новый кризис и может выразиться в досрочных парламентских выборах. За минувшие выходные в страны Евросоюза прибывают тысячи мигрантов. Меж тем в Анкаре считают, Евросоюз принял смехотворно маленькую часть беженцев, в то время как в Турции их количество исчисляется миллионами. По словам премьера страны Ахмеда Давутоглу, Турция таким образом стала буферной зоной между Европой и хаосом. Германия тем временем вынуждена выделять дополнительные средства на поддержку мигрантов и упрощение процедуры получения статуса беженца. За выходные в Германию прибыли почти 20 тысяч человек. Екатерина Бучнева. На вокзал в Дортмунде прибывают поезда с мигрантами. За минувшие выходные в Германию приехали 18 тысяч человек. После долгого пути здесь их, наконец, ждет теплый прием. В понедельник Берлин объявил, что ускорит процедуру получения статуса беженца и выделит дополнительно 3 миллиарда евро на выплату пособий. Еще столько же распределят между землями и муниципалитетами, принимающими мигрантов. Германия ожидает, что в этом году в страну приедут около 800 тысяч человек. Европе нужно определиться с едиными ответными мерами. Справиться с этим испытанием мы можем только с помощью общеевропейской солидарности. Впрочем, с решением канцлера Ангелы Меркель согласны не все. Премьер Баварии назвал ее политику неверным сигналом всей Европе. В Евросоюзе далеко не все страны поддерживают план по распределению мигрантов. Многие настаивают на том, что следует устранить первопричину кризиса и урегулировать конфликты на Ближнем Востоке. Но есть и государства-энтузиасты. В Стокгольме на митинг в поддержку беженцев вышли 15 тысяч человек. Мы поддерживаем то, что считаем базовыми правами человека – свободу передвижения в свободном мире. Премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен во вторник отправится в Берлин на встречу с Меркель. Для многих мигрантов Швеция, как и Германия, наиболее желанный пункт назначения. Беженцы из Сирии автоматически получают здесь вид на жительство, а число выданных убежищ самое высокое в Европе на душу населения. Далее. Американских военных и технику из Болгарии по Черному морю направят в Грузию. Заявление об этом грузинского министра обороны звучит в Тбилиси на международной конференции «Новый геополитический ландшафт Европы».
Представители военных и дипломатических кругов Соединенных Штатов и Старого Света пытаются найти ответ на вопрос, как обезопасить страны Евросоюза и его партнеров, Грузию и Украину, от давления России. Корреспондент программы Зураб Двали. Американские партнеры уже готовы на деле продемонстрировать Грузии реальную поддержку в случае очередной агрессии против нее. Министр обороны страны Тина Хидашели сообщила журналистам интересные детали утренней беседы с американским генералом Беном Ходжесом. Мы говорили о запланированных на будущий год грузино-американских учениях. Было много интересных нюансов. В частности, одной из задач этого тренинга является проверка того, насколько быстро американская военная техника и солдаты смогут прибыть в Грузию с места отправки. По ее словам, в 2016 году американские военные и техника будут направлены в Грузию по Черному морю из Болгарии. Эта информация сразу же стала топ-новостью сегодняшней конференции по вопросам европейской безопасности. Тбилиси действительно ждет реальных, действенных шагов по интеграции стран-партнеров в общую европейскую структуру безопасности. Со слов президента Грузии, на фоне событий в Украине ожидать от Москвы конструктивных шагов не приходится. Это место, где 6 лет назад, примерно в то же время, мы все были свидетелями очень больших вопросов в отношении стабильности Европы. Этот кризис начался внезапно и показал, каким является статус безопасности как в Грузии, так и в тех странах, которые считаются соседями России. Еще более резок в своих оценках лидер оппозиционной партии «Свободные демократы» Ираклий Аласани, который уверен, что Грузия платит слишком высокую цену за свой прозападный курс, чтобы быть все время в режиме ожидания. Наша страна не получает того, что заслуживает, учитывая всю ту контрибуцию, которую она платит за европейскую безопасность. Поэтому здесь на встрече должен решаться вопрос, как защитить Грузию и Украину от агрессии России. По заявлению исполнительного директора Института по правам человека и демократии Дэвида Крамера, Россия не желает, чтобы ее соседи сблизились с евроатлантическими структурами. И это и есть самая главная проблема. Грузия, Украина и Молдова – это те страны, которые показали самый большой прогресс в регионе, что раздражает Москву. Но Грузия должна продолжить демократический путь. Мы не должны оставить России де-факто вето в виде сепаратистской Южной Осетии и Абхазии. Как далеко готовы идти западные партнеры в вопросе интеграции Грузии в НАТО, сказать сложно. Впрочем, в Тбилиси уверены, что многое зависит от позиции США. Зураб Двали, Гога Чконя и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Таджикистан. Стрельба и кровь на улицах Душанбе. По-прежнему в заголовках мировых выпусков новостей. Сегодня задержали еще 14 членов преступной группировки, которую возглавляет экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалим Назарзада. По информации МВД Республики и Комитета нацбезопасности изъято большое количество оружия, боеприпасов и снаряжения. Точное местонахождение самого бывшего чиновника пока неизвестно. Операция продолжается. Подробности мы узнали у корреспондента программы в Таджикистане. Рассказывает Анушервон Арипов. У меня за спиной сейчас ворота Ромита, въезд в Ромитское ущелье, где в данный момент проходит специальная операция по обезвреживанию вооруженной группировки, возглавляемой экс-заместителем министра обороны Таджикистана генералом Абдухалимом Назарзода. Министерство внутренних дел сообщает, что боевики находятся в окружении специальных подразделений МВД и Государственного комитета национальной безопасности республики. Всего с мятежным генералом сейчас 7-8 человек. Такую цифру назвал его брат, который добровольно сдался сотрудникам милиции. По версии властей, операция началась сразу после того, как вооруженные люди, чьим лидером является Назарзода, совершили одновременное нападение на здание Центрального аппарата Минобороны в Душанбе и отделение милиции города Вахдат, в ходе которых погибли 9 человек. Сейчас известно, что до того, как террористы отступили в ущелье, были ликвидированы 13 боевиков и задержаны 35. Изъято свыше 500 единиц стрелкового оружия. В это же время по Таджикистану прокатилась волна арестов действующих и бывших сотрудников силовых структур и Министерства обороны, которые подозреваются в причастности к вооруженному мятежу. Задержано 7 человек, и им предъявлены обвинения по статьям терроризм, несообщение о преступлении и укрывательство. Президент страны, который находился вчера в городе Вахдат, это неподалеку от места событий, запланированной рабочей поездкой, в ходе своего общения с жителями города назвал атаку террористов попыткой дестабилизировать обстановку в республике.
Сегодня в социальных сетях появилось обращение, которое, возможно, сделал мятежный генерал. По версии, изложенной в нем, правительство запланировало несколько атак на отделы милиции, чтобы обвинить в этом бывших полевых командиров объединенной таджикской оппозиции, так как они не подписались под ликвидацией партии исламского возрождения в Таджикистане. Власти якобы намеревались после атак подбросить тела уже убитых командиров в эти места и объявить, что они были ликвидированы во время боевых действий. Получив эту информацию от своих коллег заранее, Назарзода вместе с несколькими командирами решили забрать оружие в одной из воинских частей и покинуть столицу. Поэтому задуманная властями операция оказалась успешной только в городе Вагдад, говорится в сообщении. Что происходит в Таджикистане в эти дни? Что стало причиной этих вооруженных нападений? Эксперт по Таджикистану «Радио Свобода» Сираджиддин Талибов. На самом деле, Хаджи Халим, как называется, генерал, он был одним из самых последних генералов бывшей таджикской оппозиции, который находился во власти. Есть опасения, что существуют такие люди, которые могут присоединиться к нему. Народ Таджикистана сильно пострадал во время гражданской войны в течение 1992-1997 года. Более 100 тысяч человек было убито, и поэтому они не хотят кровопролития. Хотя всякое может случиться, поскольку Хаджи Халим, это генерал, Назарзода, имеет большое влияние среди бывших оппозиционных командиров. Это «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. Коллеги взяли интервью у президента Украины Петра Порошенко. Юлия, эфир ваш. Спасибо, Сергей. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что высшим приоритетом для страны является единство глобальной проукраинской коалиции. По его словам, это жизненно важный фактор не только для независимости Украины, но и для глобальной безопасности, потому что, цитата, «мы сражаемся не только за свою независимость, мы сражаемся за свободу, мы сражаемся за демократию». Конец цитаты. В интервью корреспонденту украинской службы Мирославе Гангадзе он также рассказал о возможности членства Украины в НАТО. Смотрите, мы не просим позволения на реформы в моей стране. Соответствовать критериям НАТО то же самое, что соответствовать критериям членства в ЕС. Они совпадают на 98%. НАТО – самый эффективный механизм безопасности в мире после того, как механизм Совета Безопасности ООН был разрушен. Готовы ли сейчас члены НАТО пригласить Украину? Нет. И мы полностью это осознаем. Вопрос был бы попросту провокационным. Готова ли Украина просить членства? Нет. Мы не отвечаем этим критериям. Тем не менее, главные изменения у нас здесь и в сознании украинского народа. Впервые в нашей истории более 50% украинцев поддерживают членство в НАТО. Это очень просто. Я, как президент Украины, могу принять решение просить членства в НАТО. Я сделал это сразу же после проведения референдума. Однако, если вы спрашиваете о позиции наших международных партнеров, я могу сказать следующее. В 2008 году в ходе Бухарестского саммита НАТО было заявлено, что дверь в НАТО для Украины открыта. Пожалуйста, не надо стучаться в эту дверь. Необходимо реформировать свою страну, вернуть мир в Украину вместе с международными партнерами, и все будет хорошо. Ожидается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Киев в сентябре. Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, цель этого визита – укрепить связи и сотрудничество с Альянсом. Между тем, в интервью «Голосу Америки» Порошенко заявил, что Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН, когда речь идет о конфликтах, в которых она является участницей. По мнению Порошенко, подобный шаг вернет механизмам Совбеза эффективность, поскольку сейчас Совбез просто блокируется и не в состоянии исполнять свою роль. Греция получила запрос от США с просьбой отказать России в использовании греческого воздушного пространства для пропуска рейсов с помощью для Сирии, сообщил в понедельник представитель МИДа в Афинах. По словам пресс-секретаря, сейчас запрос изучается. Запрос из Вашингтона поступил в Грецию после того, как в субботу госсекретарь США Джон Керри в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил озабоченность Соединенных Штатов в связи с поступающими сообщениями о том, что Россия наращивает свое военное присутствие в Сирии. На этой неделе американские законодатели вернутся с каникул, и главным вопросом на повестке дня Конгресса остается международное ядерное соглашение с Ираном. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл выразил поддержку соглашению. В интервью телеканалу NBC он назвал условия договора замечательными, а само соглашение довольно хорошей сделкой. Аналогичное мнение высказала и влиятельная конгрессвумен и председатель Демократического национального комитета Дебора Вассерман Шульц.
Тем не менее, поскольку и Сенат, и Палата представителей контролируются республиканцами, которые выступают против соглашения, оно с высокой долей вероятности не будет одобрено Конгрессом. В этом случае Обама пообещал наложить вето на решение Конгресса и заручился поддержкой достаточного числа демократов, чтобы законодатели не смогли это вето отменить. Мы сделаем все возможное, чтобы это остановить. Я думаю, придется сильно постараться. Очень сильно. Лидеры обеих палат Конгресса предсказывают, что большинство законодателей проголосуют против ядерного соглашения с Ираном. Президент Обама уже пообещал наложить вето на любую резолюцию, отклоняющую соглашение. На данный момент достаточно сенаторов-демократов заявили о своей поддержке соглашения, чтобы вето президента устояло, после чего соглашение вступит в силу. Я буду голосовать за это соглашение, потому что это реальная возможность сыграть ведущую роль в усилиях, прилагаемых мировым сообществом к тому, чтобы противостоять угрозе его существования. Соглашение в очередной раз продемонстрировало разногласия между двумя партиями. Возможно, и на самом деле вполне вероятно, что вообще ни один республиканец в Конгрессе не проголосует за ядерное соглашение с Ираном. Некоторые из тех, кто поддерживает соглашение, надеются на то, что удастся избежать голосования в Сенате. Однако в настоящее время недостаточно голосов для того, чтобы заблокировать обсуждение резолюции, не одобряющей соглашение. Наиболее влиятельные республиканцы возмущены тем, что они считают попыткой заставить Конгресс замолчать. Вероятно, нет более важной геополитической задачи, стоящей сегодня перед миром, чем не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Поэтому мы обязаны дать американцам возможность тщательно и осмысленно обсудить этот вопрос. Другие считают, что имеет смысл попытаться избежать всеобщего внимания к политическим разногласиям по важному международному соглашению. Есть определенная логика в том, чтобы попытаться избежать всех этих прений, заблокировать голосование, потому что это просто не имеет смысла. Зачем весь этот спектакль, если соглашение все равно пройдет? Некоторые законодатели пока не определились со своей позицией. Это одно из наиболее важных решений, которое когда-либо приходилось принимать Конгрессу и мне. Здесь многое зависит от эмоций. Палата представителей может проголосовать уже в ближайшие дни. Ожидается, что по накалу страстей дебаты будут одними из самых напряженных и сложных за последние годы. Сегодня в США отмечают День труда, и хорошая новость – праздник. По итогам минувшей недели все основные экономические показатели позволяют говорить о явном общем улучшении ситуации. В стране расширяется рынок труда, увеличиваются доходы населения и снижается безработица. Это еще не позволяет федеральным органам прекратить меры по стимуляции роста экономики, но уже дает повод говорить о тенденции к стабильному росту, рассказывает Вадим Оленичев. Министерство труда США сообщило, что безработица в стране в течение августа продолжала снижаться. При нормальном уровне в 4,5% число безработных сократилось на 0,2% до 5,1%. Это самая низкая величина с 2008 года, когда в Америке только начиналась Великая рецессия. Другой важный показатель – число созданных рабочих мест в течение августа тоже вырос на 173 тысячи. Правда, эта цифра порадовала аналитиков меньше. Дело в том, что рынок труда считается нормально растущим, когда он ежемесячно увеличивается хотя бы на 200 тысяч рабочих мест. Такие цифры несколько разочаровывают. Мы ожидали где-то выше 200 тысяч, а вместо этого тенденция роста нарушилась. Правда, не надо забывать, что это данные по августу, когда многие люди отдыхали на пляже, так что общая картина выглядит обнадеживающе. Эти слова подтверждаются и данными жилищного сектора. Продажи жилых домов в США подскочили в августе на 2%. Их темпы сейчас наивысшие за последние 8,5 лет. Это говорит о росте благосостояния населения. Действительно, средняя зарплата жителей США с начала этого года выросла на 2,2%. Казалось бы, экономисты должны радоваться, но и здесь они видят повод для беспокойства. Оно выражается в том, что Центробанк США, Федеральная резервная система во главе с Джанет Йеллен, по-прежнему не спешит повышать базовую учетную ставку. Более низкие ставки стимулируют развитие экономики, и Центробанк не хочет преждевременно нарушать наметившийся стабильный рост. А вот рядовые американцы могут немедленно почувствовать улучшение экономики, приехав на автозаправочную станцию. Из-за перенасыщения нефтяного рынка цены на бензин в США опустились до самой низкой отметки за последние 11 лет. Средняя цена по стране сейчас составляет $2.44 за галлон бензина марки Regular. Это отличная новость для 30 миллионов жителей США. Именно столько американцев, по оценкам, отправились в путешествие в выходные, на которые выпал праздник День труда. Более того, некоторые эксперты прогнозируют, что нынешние тенденции в экономике сохранятся, и к Рождеству бензин может стоить всего около $2 за галлон.
Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время Вашингтон. В 20-х числах сентября США посетит Папа Римский Франциск. В ходе визита он намерен канонизировать миссионера из Испании Хуниперу Серру, приехавшего в Калифорнию в XVIII веке. Однако некоторые представители коренного населения Америки выступают против этого решения. Почему? Подробности в репортаже из Лос-Анджелеса. 23 сентября в Вашингтоне понтифик Римско-католической церкви Папа Франциск завершит процесс канонизации испанского миссионера Серра. Основатель испанской колониальной системы миссий в Калифорнии Хунипера Серра – важная историческая фигура для куратора музея при миссии Долорес в Сан-Франциско Эндрю Галвана. Галван – американский индеец. Один из его предков в XVIII веке был крещен и позже предан земле в этой церкви. Жизнью отца Серра Галван стал интересоваться еще в 70-х годах. Вместе со священниками я пытался добиться канонизации отца Серра. Однако не все поддерживают эту инициативу. Кузен Галвана, Винсент Медина, не считает Серра достойным канонизации. Документально известно, что он хотел запретить языки коренных народов. Есть доказательства того, что он посылал кнуты для избиения индейцев. По мнению Медины, испанцы привезли с собой болезни и уничтожали местную культуру. Однако в миссии Кармел на калифорнийском побережье, где проповедовал и был похоронен Серра, его чтят как защитника индейцев от испанских завоевателей. Будучи потомком индейцев племени Яки, я никогда не забываю о трагедии эпохи колонизации. Но, с другой стороны, присмотревшись к жизни Серра, становится понятно, что он был не только человеком своей эпохи, он ее опередил, выступая в защиту коренного населения. При этом индейцы, живущие в прибрежных районах под Лос-Анджелесом, считают, что Серра нанес ущерб их народу. По словам главы племени Фернандено Татавиам Руди Артеги-младшего, решение церкви канонизировать Серра может иметь далеко идущие последствия. Все больше людей начнут интересоваться деятельностью отца Серра. Появятся новые доказательства, новые факты. Коренное население Калифорнии будет читать о нем. Люди узнают много нового, и с исследованиями появится больше достоверной информации. Папа Франциск принес извинения за политику церкви в отношении коренных народов. Однако понтифик подчеркнул, что в глазах католиков люди, подобные отцу Серра, будут признаны святыми за их героическую добродетель. Бесстрашный страж – международные учения, которые проходят в Украине. Подробности у наших коллег в Праге. Сергей, пожалуйста. Так и есть, Юлия. Речь идет о совместных учениях на полигоне во Львовской области. Украинских бойцов Национальной гвардии тренируют 300 американских десантников. На этих кадрах заключительный этап первой части учений. Они начались в апреле. Результаты американские эксперты оценивают как положительные. Вторая часть программы продлится до ноября. И к этому времени через учения должны пройти в общей сложности около 900 украинских солдат и офицеров. Сегодня мы наблюдали, как Национальная гвардия Украины отрабатывала атаку в условиях огневого прикрытия. Они использовали пушки и пулеметы, создали необходимые условия, прежде чем перейти в наступление. В России тем временем Владимир Путин, как главнокомандующий, приказывает провести внезапную проверку Центрального военного округа. Войска приведены в полную боевую готовность. Аналогичные учения, отмечу, завершились на днях в Южном военном округе. В боевых стрельбах были задействованы более 100 самолетов и вертолетов. Что такое братские народы? Поиском ответа на этот вопрос, тем более на фоне войны на Донбассе, мы задались после пикировки Владимира Путина и Петра Порошенко. Напомним, российский президент перед погружением на дно Черного моря вновь сообщил миру, что русские и украинцы – братские народы. Из этого Путин в очередной раз сделал вывод, что будущее Украины в союзе с Россией. Через несколько дней Петр Порошенко поставил под сомнение высказывание своего коллеги, напомнив, что Россия агрессор, а в такой ситуации братских народов не бывает. О семейственности в национальных отношениях в спецпроекте программы рассуждает историк Кирилл Кобрин.
Братский народ – одна из мощных советских пропагандистских риторических фигур, вроде дядюшки Сэма, Мира Чистогана или агрессивных планов НАТО. В те времена многие развлекались, составляя тексты из готовых риторических блоков, будто девятиэтажку строили из одинаковых панельных конструкций. Фашистующие молодчики и боннские реваншисты под диктовку Вашингтона явили миру звериный оскал империализма. Мышиная возня пентагонских ястребов вокруг острова Свободы не помешает нам протянуть руку помощи братскому народу Кубы и так далее и тому подобное. В таком окружении словосочетание «братский народ» выглядело почти аристократом. Оно, казалось, вело происхождение еще из досоветского периода. В слове «братский» чувствовалась какая-то молодецкая, даже богатырская удаль. Мол, вот советский народ – это Илья Муромец, а остальные братские народы – это как Алеша Попович и Добрыня Никитич. Впрочем, люди более искушенные понимали всю опасность оказаться братским народом. Это в полной мере испытали на себя венгры в 1956 году, чехи и словаки в 1968, афганцы в 1979. Что касается самого СССР, то внутри него тоже все были братьями. Украинцы, белорусы, грузины, армяне. Но, и это повелось со времен позднего сталинизма, все они были младшими. Старшим был русский народ. Полную версию спецпроекта с участием историка Кирилла Кобрина смотрите на сайте программы currenttime.tv. И вновь время передавать слово в Вашингтон. Американские полицейские все чаще начинают использовать в своей работе нательные видеокамеры. Юлия, расскажите подробности. Да, Сергей, это так. И записанное на одну из них видео демонстрирует, зачем именно они нужны. Эта запись была сделана с помощью видеорегистратора полицейской машины в городе Тринити, штат Техас. Рутинная проверка оборачивается драмой, когда полицейский наводит оружие на безобидного, казалось бы, пассажира припаркованной машины. Но если взглянуть на эту сцену через объектив нательной камеры полицейского, ситуация кардинально меняется. А теперь посмотрим запись в замедленном режиме. Остановимся на этом кадре. Это пистолет, который лежит на сиденье справа от водителя. И когда водитель к нему тянется, становится понятнее, почему полицейский выхватил свое оружие. Я благодарен за то, что теперь у нас есть нательные камеры, и мы имели возможность показать, почему наш сотрудник вел себя так агрессивно. Все больше полицейских в США пользуются нательными камерами, но не всегда этим записям удается оправдать поведение стражей порядка. В минувшем июле Рэй Тенсинг, полицейский из Цинциннати, был обвинен в убийстве безоружного чернокожего водителя Сэмюэля Дюбоза, которого он остановил за отсутствие номерного знака на автомобиле. Основным свидетельством на суде является запись нательной камеры полицейского. Лаборатория детского научного центра в Вирджинии – место, где дети могут экспериментировать, строить и изобретать. Сюжет Файзы Эль-Масри. Начнем с бара экспериментов. Хоуп с братом и мамой постигают основы физики. Мы проделали много интересного, провели забавные эксперименты, как с этим магнитным клеем. Поход в музей стал для них приятной неожиданностью. Мы ходили по многим музеям, где можно только смотреть, но здесь они все могут потрогать. В отличие от других музеев, в лаборатории детского научного центра родители могут экспериментировать вместе с детьми. Это очень полезно, когда ребенок узнает что-то новое вместе с родителями или с кем-то из семьи. Это отличный опыт. Здесь есть чем заняться детям любого возраста. Зона открытий для самых маленьких, до 5 лет. Центр вдохновения для тех, кто постарше. Например, здесь можно своими глазами увидеть, как поток воздуха создает аэродинамические эффекты, которые используются в самолетостроении. А это творческая мастерская. Здесь можно ходить и рисовать ногами, как фломастерами. Лаборатория детского научного центра открылась 2 месяца назад, но за это время ее уже посетили более 10 тысяч человек. Секрет такой популярности прост – это обучение через игру. И в заключении программы видео, которое мы просто не могли вам не показать. У посетителей зоопарка Сан-Диего в Калифорнии появился новый любимец – малышка-бегемот по имени Дэви. И если вы думали, что бегемоты – это тяжелые и грузные животные, то эти кадры изменят ваши представления. Столь грациозно и легко ведут себя мама с малышкой под водой. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра. Сергей.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.